Старейшее православное кладбище республики раскинулось на территории почти в 40 гектаров. До наступления Пасхи добровольцам предстоит собрать и сжечь сухостой, покрасить ограды и побелить деревья. Владимир Ануфриев живет в Грозном больше 40 лет. Здесь захоронены все его родные, поэтому и субботники он старается не пропускать. Субботники надо делать, грязь надо убирать. Многие приезжают и удивляются. У вас такая чистота. В день Большого Субботника свои силы объединили сразу несколько ведомств. Мужчины орудуют газонокосилками, топорами, женщины – граблями и щетками. В надлежащий вид приводят и территорию, примыкающую к памятнику воину-освободителю. С 4 марта 2014 года по всей республике проходят вот эти субботники. Мы инспектировали и по Сунжинскому району, по Шелковскому району. Ни в одном другом регионе такая работа не ведется. Это заслуга Рамзана Ахматовича Кадырова. Добровольному труду посвятили этот день и более 300 сотрудников госучреждений, расположенных в Ленинском районе столицы. Волонтеры разделились на группы, каждый работает на своем участке. В исполнении протокольного поручения главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова в связи с тем, что у нас недалеко уже время Пасхи православных. Мы знаем, что в республику съезжается много граждан других регионов, которые покинули Чеченскую республику во время военных действий. Думаю, что мы приведем данное кладбище в надлежащий вид. В станицу Бороздиновская сегодня съехались добровольцы из Наджуюртовского, Шалинского и Урус-Мартановского районов. Они очистили местное кладбище от трухлявых кустарников, собрали и сожгли мусор, починили ограды. В массовой уборке приняли участие около 1000 человек. Наравне с очисткой кладбищ идет подготовка к приему верующих, которые посетят республику в дни Пасхи. Специальный оргкомитет занимается решением вопроса обеспечения гостей бесплатным жильем и транспортом. Дагмара Касаева, Алхазур Керимов, Адам Чекуев и Тамерлан Арсанукаев. Новости.